Добрый день, уважаемые участники Дальневосточного форума «Умный город. Комфортная среда для жизни». Умные вещи, интернет вещей и искусственный интеллект обживаются в наших квартирах, домах, на рабочих местах, охватывая все большее жизненное пространство. Логично предположить, что итогом дальнейшего развития и объединения этих технологий станет умный город. Фундаментальным принципом умного города является внедрение информационных технологий в городскую среду. Такой подход позволит усовершенствовать систему управления и взаимодействия государства с обществом, повысит качество и эффективность работы городских служб, а все вместе качественно изменит жизнь населения. Главным активом города являются люди, процессы и технологии. Итак, начинаем установочную сессию нетворкинга «Умный город от старта проекта до реализации». В президиум приглашаются Тимур Ханды, заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия, руководитель проекта «Умный город» Республики Саха-Якутия. Павел Кириллин, заместитель главы городского округа город Якутск. Николай Беловский, руководитель направления дирекции «Цифровые решения для регионов» Центрального аппарата публичного акционерного общества «Сбербанк». Антон Долгановский, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «AT-сервис» Москва. Николай Бутаков, руководитель проектов акционерного коммерческого банка «Алмаз-Эргенбанк». Азат Исхаков, закрытое акционерное общество «Интегро». Сергей Котельников, директор компании «Диджитал». Слово предоставляется Павлу Кириллину, заместителю главы городского округа город Якутск, модератору установочной сессии нетворкинга «Умный город от старта проекта до реализации». Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые коллеги. Я очень рад всех вас видеть в этом зале. Это у нас новое учреждение, новый объект, смарт-библиотека города Якутска. И, по сути дела, в этом учреждении, в этом зале сегодняшнее мероприятие является первым мероприятием. Поэтому я от имени всех участников форума хочу поздравить коллектив смарт-библиотеки, ну, условно говоря, с боевым крещением. Вчера прошел очень интересный, интенсивный рабочий день. Вы все практически там принимали участие. Часть людей допоздна локально работали на уже импровизированных площадках. Даже, как вы видите, у нас на президиуме некоторые люди отсутствуют, они сейчас подъедут, все еще у них переговоры продолжаются. Но ничего страшного, мы вот как раз для этого и собрались, для того, чтобы свободной, неформальной обстановкой разговаривать, обмениваться мнениями и до чего-то договариваться. Концептуально, если говорить, то у нас сегодняшняя работа, формат будет немного переиначен. Ранее был заявлена Сардана Владимировна Авсентьева, глава городского округа город Якутск. Она вчера, вы тоже знаете, что почти половину дня она провела на улице с губернаторами, соответственно, немного приболела. Поэтому сегодня доклад от городского округа город Якутск по умному городу представит начальник управления информатизации окружной администрации Семенов Алексей Прокопьевич. Так, и, соответственно, поскольку главы города не будет, у нас также в программе заявлено подписание
некоторых соглашений с нашими потенциальными партнерами. На подписании этих соглашений у нас будет Максим Макарович Трофимов, первый заместитель главы городского округа. Ну, в остальном, я думаю, что сейчас будем идти по плану. Ну, если что, будем немного импровизировать, ничего страшного. Вчера был разговор в большей степени, ну, я условно говорю, это о больших материях, а сегодня мы здесь, в этом зале, разговариваем о более таких приземленных практических вещах, уже о том, как будет строиться умный город в городе Якутска и что из себя это будет представлять. Для того, чтобы мы понимали, о чем идет разговор, я вкратце скажу, что тоже большая часть зала знает о том, что у нас в апреле месяце текущего года было подписано соглашение с Минстроем России, руководством республики и руководством города Якутска о реализации проекта «Умный город» в городе Якутске. Мы стали на Дальнем Востоке первым пилотным проектом, вчера об этом тоже говорили. И этот проект ограничен временным параметром. Мы должны этот проект осуществить к 2024 году. Соответственно, у нас времени не так много на самом деле. Считайте, этот год уже прошел. Но вместе с тем очень хорошо, что мы сейчас ведем этот разговор и уже начинаем практическую часть разговоры, договоренности о том, что мы будем делать в рамках проекта «Умный город». Я сейчас хочу слово предоставить вначале Тимуру Ханды, руководителю республиканского проекта «Умный город». После этого с докладом от города я слово дам Алексею Прокопьевичу. Пожалуйста. Спасибо. Ну, очень символично, что мы сегодня находимся в библиотеке. Чем больше библиотек, тем умнее город. Ну, это понятно, конечно. Добрый день, коллеги, еще раз. Ну, действительно, у нас город Якутск попал среди городов Дальнего Востока. Он первый, на самом деле, проделана большая работа, чтобы попасть именно в список пилотных городов. Вчера прошел действительно тяжелый день, он был очень насыщенный, очень много было в подтверждении партнеров наведено нетворкинга, B2B контактов. В заседании пленарном мы подписали торжественно с Южно-Сахалинском соглашение о том, что он попадает в пилотный тоже перечень городов. Это очень символично, потому что город Якутск стал лидером на Дальнем Востоке среди будущих умных городов. На самом деле тоже дополнительно хочу отметить, что Якутск, Якутия имеет определенную специфику, что умная остановка в Краснодаре и в городе Якутске – это абсолютно два разных объекта, и, соответственно, нужно проводить работу Дальневосточного федерального округа, чтобы понятие умного города на Дальнем Востоке имело свою специфику. Вот. Ну, я бы хотел рассказать, что на региональном уровне совместно с городом Якутском создан проектный офис, я являюсь руководителем. Это рабочий инструмент взаимодействия городских проектов республиканских, чтобы мы шли в одном направлении. По поводу того, что сейчас вообще сама система цифровизации, процесс цифровизации, развитие IT, это на самом деле все ведет к тому, что умный город. Умный город, понятие на самом деле сегодня до конца не определено, каждый для себя сам определяет. Кто-то считает, что чем больше библиотек, кто-то считает, что чем больше IT и инфраструктурных решений, которые упрощают жизнь и улучшают качество населения. Поэтому сегодня будет очень такой практический день, нетворкинг. Должны мы сегодня с вами, коллеги, выработать комплексное решение. Очень много компаний появляются, и на сегодняшний день всех, наверное, вопросы интересует финансирование. Вопрос финансирования со стороны муниципалитета, со стороны региона, федеральное финансирование. Вчера мы получили очень много информации с первоисточника, с Министерства строительства Российской Федерации о том, как это все будет происходить. Ну и на питч-сессиях, на таких маленьких площадках, которые разбиты по направлениям, мы будем с вами все детально обсуждать.
Поэтому я хочу сегодня вам пожелать максимальной отдачи и чтобы в конце сегодняшнего дня мы получили очень хороший, качественный продукт на выходе. Спасибо. Спасибо, Тимур. Немного продолжая то, что сказал Тимур Юрьевич, можно сказать о том, что да, на самом деле у нас в России, что такое умный город и как его делать, не знает никто. Да? Как ни парадоксально, да. Поэтому каждый из нас имеет в виду свой умный город. Может быть, для кого-то это как можно больше умных людей в одном месте, и это будет представлять собой умное сообщество в каком-то в одном месте, может быть. Но мы имеем в виду совсем иное. Поэтому я сейчас прошу выйти на сцену Алексея Прокопьевича Семенова, начальника управления информатизации. У него на самом деле наименование управления достаточно длинное, но я упрощаю с тем, чтобы мы понимали, как можно ближе к тематике. Пожалуйста, Алексей Прокопьевич. Так. Добрый день, коллеги. Итак, как оно у нас? Так. Первым делом, да, как уже говорилось о том, что у нас город Якутск присоединился к проекту «Умный город» в апреле текущего года. И как Южно-Сахалинск вчера подключился, мы подключились во время форума в городе Санкт-Петербург. Это было в период Арктического форума 9 апреля этого года. Соглашение было подписано Министерством строительства Российской Федерации и правительством Республики Саха-Якутия и городом Якутском. Для подготовки соглашения и дорожная карта к этому соглашению был создан проектный офис умного города на республиканском уровне. И вот в течение, после подписания соглашения мы лето и вот до определенного периода мы подготовились и начали работу в этом направлении. Дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровизации города имеет 11 направлений, и все они представлены на слайде. При выборе направления цифровизации городского хозяйства нами были учтены следующие нормативные акты. Это цифровая экономика, жилье и городская среда, стратегия развития Российской Федерации, а также Республики Саха-Якутия и города Якутска. Ну и основной один из документов была программа профилирования жизнеустойчивости городов по направлению ООН «Хабитат». Мы с 2014 года работаем под эгидой данной организации мониторинг эксплуатации городского хозяйства в условиях экстремальных температур. Ну и, наконец, самым предметным документом это стандарты умного города, рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в городах свыше 100 тысяч населения. Сегодня мы собрали вас, экспертов, по различным направлениям и тематически разделили сегодняшние нетворки на 5 секций. Секциями будут руководить ответственные сотрудники окружной администрации города Якутска. Помогать им будут приглашенные сомодераторы, которые будут организовывать работу по выработке и закреплению идей форума. Также на этих секциях будут обсуждаться и генерироваться идеи для внесения изменений и в дорожную карту, и в концепцию города Якутска по развитию, по умному городу. А также рассматриваются различные интересные проекты. Так, по секции цифровизация бизнеса в сфере туризма и сервиса
будут рассматриваться вопросы улучшения условий ведения предпринимательской деятельности, развития туризма и различных сервисов путем цифровизации. На секции по умному ЖКХ необходимо будет рассматривать проекты по обеспечению прозрачности и эффективности системы работы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы граждане получали качественные услуги и не переплачивали за них. Секция по образованию, ну или по сферу, мы условно его назвали, как бы дорожная карта названа образование, но она охватывает и весь социальный блок. Будет рассматриваться создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов, а также формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровизации и цифровой экономики всеми желающими. Секция «Инновация для городской среды» должна базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, в современных архитектурных решениях, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта и так далее. Кроме этого, на этой же секции будут рассматриваться проекты по развитию современных видов коммуникаций и связи. Ну и основным направлением, так или иначе интегрирующим все направления цифровизации городского хозяйства, является решение в секции городское управление. И мы в конце, у нас концепция работает до 2024 года, мы к этому времени хотели бы видеть создание централизованной, сквозной и прозрачной системы управления городским хозяйством. Проект концепции предполагает обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере города, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступные для всех организаций и жителей города. Мы считаем, что проект «Умный город» – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов. И мы надеемся, что мы сегодня будем с вами плодотворно сотрудничать. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Прокопьевич. К нам присоединились заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов и министр связи и информационных технологий республики Анатолий Скалонович. Я сейчас хочу предоставить слово Анатолию Скалоновичу, хотя он вчера тоже, у него был целый бенефис на вчерашнем нашей первом дне работы, но вместе с тем я думаю, что у него есть что сказать относительно конкретных вещей умного города, конкретного города Якутск. Пожалуйста. Добрый день, доброе утро, коллеги. Да, вот сейчас мы задержались, узнали, что Юрий Петрович сегодня посетит еще исторический парк, да. Возвращаем срочно выставку, да, инновационную. В общем, что я хотел сказать, на самом деле вот этот день очень важный, мне кажется, потому что сегодня будет работа в группах, и действительно, у нас существует, вы знаете, по умному городу проектный офис, который возглавляет Кирилл Евгеньевич Бычков, создан научно-технический совет при нем же, и мы уже несколько раз собирались, отсматривали проекты, то есть создан сейчас сайт Smart Якутск, умныйякутск.рф, да, на котором собирается тоже библиотека решений, куда можно подавать заявки, если у вендоров или у компаний есть свои предложения для внедрения. И действительно, это был очень важный шаг, я считаю, потому что решений очень много в стране. И вот вчера вы на нашей панели, которую я вел,
у нас была панель, где представляли свои решения якутские компании местные, были решения, которые представляют крупные вендоры, начиная от Росатома, Ростелекома. И, в принципе, на самом деле очень сложно, наверное, так просто. И самое сложное, очень много точек входа. Да? Есть город Якутск, есть правительство, и причем в правительстве есть несколько министерств, которые так или иначе касаются умный город. Это МинЖКХ, там, Минстрой, архитектура, Мининноваций. И поэтому мы создали вот этот научно-технический совет, чтобы была единая точка входа, чтобы была оценка дана всем проектам с точки зрения технической точки зрения, научной, с точки зрения перспективы развития, интеграции, фин-моделей. Вот. И поэтому вот сегодняшняя работа, вот мы вот на одном из последних заседаний мы проговаривали то, что на самом деле важно уже, ну, то есть дорожная карта принята, город назван умным, да, город Якутск. Соответственно, мне кажется, вот пора уже переходить к конкретным делам, то есть к конкретным проектам, внедрять уже, в принципе, что мы и делаем. Поэтому вот, от сегодняшней сессии я жду того, чтобы ну, какие-то практические решения, то есть вот эти стейкхолдеры, такая возможность приехала столько людей к нам, нам нужно вот сегодня как-то договориться по тем направлениям, по которым вот 5 направлений сегодня коллеги из мэрии определили, вот по ним надо определиться. Я единственное, что хотел бы добавить, да, у нас есть несколько позиций, помимо того, что вот мы создали научно-технический совет и определились, что будем проговаривать, договариваться со всеми, да, первое, что мы договорились, мы не будем плодить сущности, то есть у нас точно не будет несколько дата-центров, потому что вот были идеи коллег из мэрии там, поставить контейнер во дворе мэрии, да, любим мы вообще контейнеры на самом деле, да. То есть поставить контейнер, все там быстренько развернуть дата-центр, но на самом деле, коллеги, вот сила умного города вот в нашей договоренности, умение договариваться, и мы договорились, что будет в следующем году единый дата-центр крупный, да, мы определили место, это Каландашвили 36, это бывшее здание АТС Ростелекома, проведены уже изыскания. Мы уже плотно работаем с инвесторами и упаковываем. Там будет и облачные сервисы, и будет коллокейшн. То есть те компании, у которых уже есть серверные мощности, могут туда зайти, соответственно, и установить свои мощности, чтобы мы все это интегрировали в одном ЦОДе, потому что без дата-центра, без как бы умный город, конечно, невозможен. Вот, второе, это первое, да, что мы договорились. Второе, мы договорились, что, конечно, вот эти все протоколы, там, начиная от LoRaWAN, и другими протоколами мы тоже будем договариваться для того, чтобы, то есть у нас была как-то единая сетка, чтобы мы, это все связано с тем, чтобы мы, во-первых, не переплачивали, а во-вторых, ну, соответственно, чтобы это было интегрировано, да. Ну и в-третьих, конечно, как я вчера вот на панели выступал, сказал, что, конечно, проблема городов сейчас в первую очередь это дефицит бюджета города. Да, то есть, конечно, вот я был недавно в Южно-Сахалинске, коллеги, если здесь присутствуют, махните рукой. Да, вот коллеги из Южно-Сахалинска присутствуют. На самом деле, вот то, что они рассказывали, что они сделали вот с ГОСТом, с ребятами с ЦРП, с Ростелекомом, там по видеонаблюдению, по безопасному городу, на самом деле очень правильно все сделано, то есть и все работает. Да. Я вот думаю, что в принципе модель правильная, но, конечно, это стоит денег, поэтому нам нужно всем понять, что умный город, он стоит денег. Да. Вот мы все время говорим, что в принципе некоторые мои друзья говорят, жили небогато и нечего начинать. Да. То есть в принципе некоторые вещи, конечно, хочется сделать, но это в целом дорого, поэтому мы ищем те модели, которые могли бы более грамотно, скажем так, безболезненно и для всех комфортно внедряться. Поэтому мы такие проекты ищем, и мне кажется, с них мы и начнем. Вот, желаю хорошей работы. Спасибо. Спасибо, Алексей Прокопьевич. Анатолий Скалунович начинает заговариваться. Как уже вы слышали, вообще, в принципе, нет четких определений и четкого понимания единого у нас в России, что такое умный город, это с одной стороны, с другой стороны, у нас нет четкого понимания, сколько в подробностях до рубля стоит этот сам проект. Да?
Это, с одной стороны, и сложно в этих условиях разговаривать, с другой стороны, нас совершенно освобождает от каких-либо ограничений, да, параметров. Мы свободны сегодня рассуждать, не ограничивая себя какими-то и понятийным аппаратом, с одной стороны, и с другой стороны, не ограничивая себя какими-то финансовыми ресурсами. Поэтому мы сегодня очень свободны в своих рассуждениях. Все зависит от нас самих, что мы сегодня будем обсуждать, как будем обсуждать, до чего договоримся, что предложим. Все это будет учтено у нас в итогах нашей сегодняшней работы. Дорогие коллеги, я сейчас хочу слово предоставить Николаю Бутакову. Он у нас является руководителем проекта нашего известного банка «Алмаз-Эргенбанк». Прошу. Здравствуйте, коллеги. Приветствую вас на форуме «Умный город». Я являюсь руководителем проекта «Алмаз-Эргенбанка». «Алмаз-Эргенбанк» – региональный банк, несмотря на то, что в аббревиатуре акционерный коммерческий банк, банк является, собственно говоря, банком республики. Республика имеет 99% акций банка, и банк очень активно взаимодействует и с региональной властью, и с муниципальной властью по развитию тех или иных инфраструктурных проектов. Важность и понимание того, что республике нужен свой финансовый институт, говорит о том, что в наблюдательном совете банка из 7 членов совета 5 – это министры, замминистры правительства и председатель правительства республики. Основной, конечно, чем я хотел поделиться, это теми наработками, которые сейчас владеет банк. У нас есть такие понятия, как социальный проект, транспортный проект, единая школьная карта. И мы хотели, чтобы эти наработки были включены и участвовали в концепции «Умный город». Так, клик есть? Да, наш банк на финансовом рынке уже 26 лет. Соответственно, как кликать? Ага. Вот. В 2005 году была произведена монетизация льгот. И стал вопрос, каким образом все это дело перевести в цифру, сделать удобный инструмент. И, соответственно, правительство объявило конкурс о выборе финансового учреждения по организацию выдачи вот этих финансовых льгот. И «Алмаз-Эргенбанк» со своим проектом «Социальная карта» выиграл этот конкурс в 2006 году и организовал на базе социальной карты. Проект был, скажем так, очень похож на социальную карту москвича и вообще карту жителя Москвы и Московской области. Соответственно, на карте присутствует идентификационное приложение, транспортное приложение, социальное приложение, льготное приложение. И наиболее востребованным, конечно, является транспортное приложение. В этом же проекте социальном одним из пунктов было требование внедрить транспортный проект. И банком была проведена большая работа по объединению перевозчиков. На тот момент, в 2010-2011 году, собственно говоря, и сейчас практически осталось у нас в городе Якутске более 500 перевозчиков. То есть это как МУПИ-ПАК, то есть муниципальные предприятия. И много
частных перевозчиков. Нам удалось это сделать, и уникальность проекта была в том, что мы сразу на всем транспорте города Якутска установили терминалы и стали принимать оплату по транспортным картам. То есть в июле месяце мы запустились, а в августе месяце уже запустили туда расчеты по социальной карте. Поддержали в дальнейшем идею бесплатного проезда по картам школьника. В дальнейшем все это привело к тому, что у нас карта школьника стала единой школьной картой, и по данной карте производится учет, значит, посещения школы, школьное питание, библиотеки, кружки. Значит, конечно, все проекты, они должны решать чью-то боль. В частности, транспортный проект, он решал боль, в том числе муниципальных предприятий, частных перевозчиков по установлению тарифов, по удобству использования, в том числе для граждан, что недавно искали инструменты расчета на транспорте в безналичной форме. И здесь должны быть все выигрыши, то есть каждая сторона должна быть в выигрыше, то есть как перевозчики, муниципальные предприятия и учреждения по учету, значит, льгот, которые предоставляются. Здесь были выпадающие доходы, учет и распределение выпадающих доходов. Что необходимо было перевозчику, это всего лишь установить терминал и подключить мобильную связь. Что мы для муниципальных предприятий получили, это в связи с тем, что осталась собираемость и вышли из тени, скажем, вот те объемы перевозок, стала прогнозируемость, собираемость выручки на транспортном предприятии, прозрачность их, и, соответственно, появились доходы в бюджет. Мы смогли организовать адресную социальную помощь в получении льгот по перевозкам и, соответственно, учет. Бюджет по данным затратам стал более прогнозируемым. Мы получили хорошую статистику, то есть можно было давать на базе цифр уже статистические данные, прогнозировать перевозки. Вот, собственно говоря, показан рост использования безналичных расчетов на транспорте в городе Якутске и распределение по категориям: транспортная карта, социальная карта и школьная карта. И вот на границе 16-17 года мы поняли, что объем безналичных перевозок в городе Якутске стал больше, чем расчеты за наличный расчет. Вот такие карты мы сейчас выпускаем, разные форм-фактор, в том числе брелки есть, у нас есть транспортное приложение на кампусных картах, социальных картах. В 2016 году у нас в конце года появился проездной билет. Сейчас он очень востребован нашими жителями города Якутска. Практически от 85-90% поездок осуществляется именно по этому носителю. Вот. Сейчас у нас с прошлого года появилось мобильное приложение ОСОП. Тоже мы понимаем, что все уходят в цифру. Телефон является основным, скажем так, носителем и платежным средством. Существуют кошельки уже
такие как вот Google Pay, Apple Pay. Да, сейчас платежная система МИР, соответственно, сделала свой кошелек МИР Pay. И большинство населения приходит к тому, что пользуется телефоном. И мы разработали мобильное приложение, которое тоже позволяет нам и жителям оплачивать телефон за проезд с использованием NFC либо QR-кодом. Собственно говоря, перевозчики очень довольны внедрением этой системы, потому что у них появилась доказательная база по тарифам, то есть основное, что они преследовали, и распределение средств поддержки. Ролик можно запустить? Буквально минутку. Я хочу сказать, что в нашем транспортном проекте сейчас используются валидаторы самообслуживания, которые мы научили говорить. Этого нету нигде, ни в одном регионе, я могу точно сказать. То есть валидаторы, ну если в Москве кто ездил, видели, что там нету озвучки. То есть непонятно, оплачен проезд, непонятно. Здесь у нас выходят и чеки, и происходит озвучка, если проезд оплачен, либо указана причина, по какой проезд не принимается. А также у водителей есть возможность фиксировать прием наличной оплаты, и оборудование готово в соответствии с 54 ФЗ к фискализации. У нас используется облачная фискализация, облачные кассы. И пассажиры могут увидеть фискальный билет на сайте билет.албанк.ру. То есть водители, пассажиры очень положительно отзываются о данном решении. Банковская, школьная, социальная, транспортная, QR-код, NFC. Ну и, собственно говоря, получается отчет по смене. Ну, то есть вот такие вот возможности, которые мы решили вас ознакомить, и надеемся, что они будут активно использоваться в умном городе. Спасибо. Большое спасибо, Николай. Сейчас в продолжение этой темы я хочу слово предоставить Николаю Беловскому, руководителю направления дирекции цифровые решения для регионов Центрального аппарата Сбербанка. Прошу вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Всем большое спасибо, что пришли. И сегодня, поскольку у нас, как было ранее сказано, сессия в каком смысле не очень формальная, мне бы не очень хотелось рассказывать эту презентацию, тем более я вчера ее уже рассказывал, надеюсь, что те, кто ее видел, уже какие-то выводы на основании нее сделали. Те решения, которые я показал ранее, уже, возможно, кого-то, надеюсь, многих заинтересовали. И я бы немножко хотел с аудиторией с вами поговорить человеческим языком и подумать о том, у нас вот эта сессия называется «От старта проекта до его реализации». И поговорить я бы хотел о том, что останавливает, что является препятствием. Ну, как вы знаете, или, может быть, не знаете, в Сбербанке внедряется методология Agile, это очень прогрессивный способ, прогрессивный метод управления проектами.
И одна из agile церемоний, которые существуют, эта церемония, она называется стендап, фактически это отчетность. И там есть 3, собственно, пункта. Что я делал вчера, что я буду делать сегодня и, собственно, что меня останавливает. Это может быть все, что угодно. Но, как я себе вижу, основных фактора 2. Ну, о первом мы уже сказали, это деньги. Тут, сами понимаете, у Сбербанка с этим все хорошо. Мы готовы предоставлять свои услуги. Как я вчера говорил, это лизинг, это факторинг, это целый центр, который у нас создан, центр ГЧП. То есть во все эти инициативы мы тоже с удовольствием предлагаем и готовы вовлекаться. Но хотелось бы сделать акцент на самом важном ресурсе реализации проекта «Безопасный город». Это ресурс, это человеческий ресурс, это кадры, которые, во-первых, сейчас эти безопасные города будут создавать, а в дальнейшем эти же самые человеческие ресурсы в этих умных городах будут жить. И одной из инициатив Сбербанка является то, что мы сейчас активно проводим среди молодежи, среди образовательных организаций, проводим хакатоны и проводим какие-то мероприятия, которые позволяют нам понять, а каким же умным городом видит себе молодежь. Давайте посмотрим. Люди, которые учатся в институтах, университетах, 17-25 лет, они в очень скором времени войдут, так сказать, в активную жизнь, они будут работниками и пользователями этого самого безопасного города. Также у Сбербанка есть собственный корпоративный университет, на базе которого существует множество программ, в том числе по обучению кадров для цифровизации. Возможно, кто-то уже на этих программах обучается, есть мини-MBA и, в общем-то, все, что нужно для того, чтобы эти самые цифровые кадры обучить. Могу сказать следующее, что вот находясь в разных регионах, естественно, что уж там говорить, везде уровень подготовки кадров разный. Но сейчас ситуация такова, что сами по себе данные, да, там какие-то метрики, проекты, как мы говорим, в базе проектов безопасного города находится какое-то огромное количество решений, которые можно у себя применить. Но давайте не будем забывать о том, что данные это общедоступны, но очень хрупкая экспертиза, которая позволяет этими данными воспользоваться и позволит ответственно создавать те решения, которые заложат основу и платформу, как мы будем говорить далее, для умного города. Мы в Сбербанке такую платформу создали, как я вчера говорил, уже 140 московских сервисов переписываются на эту платформу, и очевидно, что за этим будущее, потому что вот мы вчера с коллегами обсуждали очень интересный вопрос, он касается сервиса «Активный гражданин». Все мы знаем, что во многих регионах этот сервис запускается, но я очень рад за регионы, что он там запускается, это не может не радовать, но немножко смущает другое, что каждый раз система разрабатывается с нуля, хотя функционал этой системы абсолютно идентичный. Давайте, что там, это обычный сервис-деск, да, вот айтишники меня сейчас поддерживают. Это сервис-деск с эскалацией, собственно, происшествий. Так вот, вопрос-то заключается в том, что зачем каждый раз разрабатывать новую систему, каждый раз тратить на разработку этой системы деньги. Смысла в этом нет никакого, а платформа, особенно наша прогрессивная платформа, позволяет взять это решение и тиражировать его фактически на всю страну. Это, наверное, за этим будущее, да, и лишних-то денег, наверное, точно ни у кого нет. Поэтому это очень сильный, очень мощное средство экономии тех самых средств. Также говорилось сегодня о финансовых инициативах. Давайте немножко тоже поговорим об этом. Я хочу честно сказать следующие две вещи, чтобы у всех максимальное было понимание. Есть инициатива «Безопасный город» по линии МЧС, есть инициатива «Умный город».
Если мы говорим про умный город, то там, ну, очевидно, есть какая-то монетизация, где-то парковки, где-то фото-видеофиксация пополняет дорожный бюджет. Но история с безопасным городом – это абсолютно не монетизируемая история. Никаких концессий ГЧП там быть не может по определению, потому что там нет никакой монетизации. Эти все истории – это истории жизни, это история безопасности наших людей. И совершенно очевидно, что базовая потребность наших граждан – это безопасность. Мы должны сначала обеспечить ее, а дальше думать о монетизации, о том, что как бы нам эти затраты окупить. Это абсолютно правильно, это должно быть, но какие-то вещи, они действительно не имеют никакой статьи окупаемости. И говоря о реализации проектов, которые, я надеюсь, мы будем в Якутии реализовывать, я хочу сказать, что мы собрали отличную команду, у нас отличный проектный офис, который готов реализовывать проекты и регионального, и федерального масштаба, такие как безопасный и умный город. Я сегодня буду тоже целый день здесь, и если у кого-то будут вопросы по платформе, по нашим решениям, то милости прошу, готовы обсуждать, с удовольствием ответим на все возникающие вопросы. Спасибо. Большое спасибо, Николай. Далее я слово хочу предоставить. К нам присоединился Антон Долгопольский, генеральный директор АО IT-сервис. Прошу. Да, доброе утро, коллеги. Рад всех видеть сегодня еще раз, полный зал, несмотря на второй день мероприятия. У всех яркий и четкий взгляд. Также присоединюсь, наверное, к Николаю Евгеньевичу. Там слайдов довольно много интересных. Хотелось бы поделиться неким опытом и, наверное, в некой дискуссии в дальнейшем подумать о пути развития, что же такое умный город, потому что каждый его понимает по-своему. Наверное, связано еще с тем, что у нас 85 регионов Российской Федерации, у каждого свои проблемы, каждый регион индивидуален. Взять ту же самую Саху-Якутию, крупнейший регион Российской Федерации, при этом 1 миллион человек, и основная часть населения проживает в одном городе, большие проблемы с транспортной доступностью до некоторых поселков и регионов, опять же, с коммуникациями, со стоимостью прокладки этих решений в отдаленные поселки. Что, например, абсолютно другие проблемы, нежели там, Центральным федеральным округом, и на это также откладываете свои отпечатки. Соответственно, я 2 слова скажу про нашу компанию. 3500 разработчиков программного обеспечения. Одним из наших крупнейших заказчиков также является Сбербанк, для которых мы написали и портал, и автоплатежи, и многие такие вещи. Наш заказчик, с которым мы дружим, общаемся, также и Ростелеком, и другие операторы в Российской Федерации. Мы себя представляем некими руками, там, ребятами, которые могут провести обследование, понять, что нужно заказчику, и с помощью нашей экспертизы помочь в части решений нашим основным заказчикам, ключевым партнерам. Что касается умных, безопасных городов, до настоящего времени было несколько решений с точки зрения реализации, как правильно сказал Николай Евгеньевич, все-таки безопасных городов, фото-видеофиксации, весогабаритного контроля. Это Забайкальский край и Астраханская область, Кабардино-Балкария. В Санкт-Петербурге делали 12,5 тысяч видеокамер вместе с Ростелекомом. Вот, опять же, большая часть регионов изначально склонилась к внедрению этих систем. Там действительно преследовались основная функция – это снижение смертности и аварийности на дорогах. Почему? Потому что тем больше видеокамер, фото-видеофиксации, человек превентивно снижает скорость движения, и там, аварий может становиться не меньше, но гибели людей и ущерба для машины непосредственно для населения становится действительно меньше. Ну и плюс есть такая приятная, скажем, с точки зрения для региона строка, как возможность купить эти решения непосредственно самим внедрением со штрафов. И вот здесь вот надо быть аккуратным. Почему? Потому что по части внедрений и регионов
надо не переборщить, чтобы все-таки это было не инструмент наказания, а инструмент развития и пользы для граждан. Вот. Что касается умного города, некоторые шаги сделаны в Волгоградской области у нас. Был внедрен инвестиционный центр аналитический для губернаторов, который, вот на нем хотел бы чуть подробнее остановиться и поделиться, наверное, некими идеями. В каждом регионе, в каждом муниципалитете есть уже ряд программных обеспечений, внедрений, которые так или иначе уже исторически сложились и используются. Причем они зачастую используются разрозненно друг от друга. Кто-то делает умные установки. Отличная вещь, грамотная, тем более для Якутска, в том числе, чтобы люди находились и в тепле. И это очень отлично, что здесь это реализовано. И человек может видеть, когда приедет автобус, и не отморозить себе руки, ноги, находясь в тепле, действительно дождаться транспорта. Кто-то делает упор там, на фото-видеофиксацию с точки зрения именно повышения безопасности. Кто-то говорит, давайте мы автоматизируем ЖКХ и будем там мусор увозить. Вот. А кто-то говорит, давайте сделаем геоинформационную систему, на которую это слоями будем все наносить. Соответственно, у региона есть множество информационных систем, а есть отдельно наверняка система с точки зрения управления проектной деятельностью, какой-то документооборот, СЭТ, она опять же живет отдельно. Вот. Очень тяжело лицу, принимающему решения, не знают, но где-то оно лежит, и его возможно. Алло. Соответственно, после этого, после как проведено обследование был разговор с регионом с точки зрения, ну и с городом Волгограда, с точки зрения, какие же у них основные боли, задачи. Пришел губернатор, он десантник, он разговаривал, он мало что понимает в управлении. Основная задача, которая стояла, говорит, у меня там есть 100 рублей кубышка, мне нужно из там, миллиона задач, миллиона болей сделать так, чтобы минимальными средствами все-таки помочь региону и населению улучшить качество жизни и решить те или иные проблемы. Соответственно, вместе с заказчиком была разработана некая программа, концепция развития информационного общества, умного города, безопасного города, которая была там, защищена, и губернатор поставил свою визу на ней, на 3-летнее, в рамках которого были определены, что у региона есть, какие задачи стоят и где мы находимся сейчас. И плановые шаги, по которым это можно, которые можно идти, в том числе, в первую очередь, пытаясь интегрировать те решения, которые есть, чтобы не переделывать их заново. Как сказал правильно Николай Евгеньевич, возможно переиспользовать опыт других регионов. Если что-то создавалось или уже создано, зачем это писать заново? Основная идея именно в этом. Второй момент, просмотрели с коллегами с точки зрения монетизации. Да, есть инвесторы там, в лице Сбербанка, в лице других компаний, которые готовы прийти, вложить свои там, инвестиции в регион, но в любом случае мы все должны понимать, что это частная инвестиция, не должна окупаться. Как бы мы этого не хотели. Соответственно, делать упор на то, что не знаю, там, камеры фото-видеофиксации отобьют все наши пожелания с точки зрения умного города, который действительно делает пользу для жителей. Пребывание в городе становится краше, лучше и интересней, но при этом действительно затратная часть все-таки, чем та часть, которая приносит доход бюджета. Нашли интересные вещи. К примеру,
что проговорили. Есть, например, бюджет можно пополнять не только увеличивая его доходную часть, но и сокращая там, расходы на те энергоресурсы и то обслуживание города, которое есть в настоящее время. С Волгоградом проговорили следующий момент, что отдельно у них строкой была это замена там, лампочек ртутных образно из старого образца. Об этом также говорили коллеги. Было отдельное решение на лампы более современные, энергоэффективные, с помощью градиентного освещения и так далее. Но кроме этого, если будет происходить замена ламп, можно в эти же лампы строить там, некую радиосеть, создать базовую радиосеть опорную по региону, по району, по городу, МЭШ. Первое, это позволит выдать жителям бесплатный Wi-Fi, как вариант, позволит коммерческим компаниям, которые будут находиться в зоне этой радиосети, потреблять и оплачивать за интернет, а это уже коммерческая составляющая. Третий момент, можно использовать, просмотрели, какие же оптоволоконные сети, каких операторов есть в данном районе, для того, чтобы опять не строить все с нуля. Зачем, если там уже проложена какая-то сеть одного из операторов, их там несколько в наших регионах, то можно на основе нее, вложений уже не надо делать, построить опять же базовую сеть. Опять же, с точки зрения, если смотреть дальше, то на эти же столбы новые, которые будут меняться, можно ставить видеонаблюдение, раз опорная сеть есть, и делать, например, по Якутску будет актуально с точки зрения действительно здесь туманы, и делать некое предупреждение, если там человек приходит на пешеходный переход, то с помощью видеоаналитики фиксировать этот факт и метров за 100, за 200 ставить какое-нибудь большое табло, подсвечивающее, чтобы водители видели, что несмотря на туман, что на пешеходном переходе кто-то есть. Второй момент. Третий момент, опять же, на эти же столбы можно сделать, шаг в будущее предусмотреть, некие подзарядки для электрокаров, организовывать некое парковочное пространство, это опять же делать платный сервис. Одно из решений. Второй момент, то, что проговорили с Волгоградом, это реализовано, это улучшение работы административных комиссий. Поясню, до внедрения решения в Волгограде собиралось порядка 300-4 тысяч рублей штрафа за год со всего города. После внедрения решения с помощью оплаты административных штрафов за нарушение бюджет города пополнился порядка на 90 миллионов рублей. Соответственно, какие цели преследовались? Первое – это повышение деятельности органов исполнительной власти. Ничего нового не придумали, просто систематизировали процесс, автоматизировали его. Соответственно, действительно, с момента нарушения через активный гражданин или через любые другие методы фиксации тех или иных нарушений, это неправильная парковка, это не вывоз мусора, это какие-то нарушения с точки зрения ЖКХ. Одна комиссия об этом узнает, а наказание находится тут же. Первое, люди перестают так делать, улучшается работа в регионе тех же самых управляющих компаний, которые должны следить за этим, потому что если людей не наказывать, то эффекта не будет. Второй момент, есть дополнительный приход денег в бюджет региона за счет улучшения деятельности тех или иных функций. Соответственно, в Волгограде была также развернута информационно-аналитическая система. Я просто, может, здесь не очень видно. Непосредственно принтскрина экрана с действующей системы. И речь идет о чем? В Волгограде был, например, развернут уже адрес Волгоградской области. Некая геоинформационная система, в которой уже были те или иные слои, на которые отображались и ЖКХ, и дороги, и место расположения камер и так далее. Отдельно была внедрена система 112. Она работает отдельно, и никак не связана с другими информационными системами. Отдельно у них есть система видеонаблюдения города. Опять же, выведен в единый мониторинговый центр, который работает отдельно. Идея в чем? Когда в Волгограде проводился чемпионат мира по футболу, то у губернатора несколько целей. Первое – это не допустить, чтобы в случае каких-то нарушений над иностранными болельщиками, драки, ранений, он об этом узнал первым, потому что это лицо региона. Соответственно, что сделали? Инвестиционный центр
который был создан с помощью нашей аналитической платформы, был завязан несколько систем. Это карты, это видеонаблюдение, это заведены карточки с 112, это заведены информационные системы со скорой, пожарных и других муниципалитетов. А какой эффект дало? Соответственно, когда был действительно один случай, когда там был, болельщик почувствовал себя плохо иностранного государства, а в карточку 112 заводятся некие триггеры, которые реагируют на те слова, которые заводит оператор. Соответственно, как только система поняла, что слово иностранный болельщик, этот, не знаю, сигнал высветился на мониторе у аналитического центра, соответственно, было понятно, где это находится на карте, можно было посмотреть камеры вокруг этого, если они там есть, человеку плохо, соответственно, туда же заведены системы с точки зрения скорой и оповещения, соответственно, там помощь была оказана в течение 5 минут, из вроде бы нехорошего случая сделали, наоборот, грамотную, позитивную историю. Вот. Опять же, это вопрос как-то грамотного взаимодействия всех информационных систем и получения некого value с помощью той информации, которая уже находится в состоянии региона. Что еще, например, было сделано конкретно в Волгограде? У многих регионов внедрены решения в медицине, в образовании. Например, там тот же самый электронный дневник, несколько решений в регионах, несколько поставщиков. Что это значит, когда ученик приходит в школу, прикладывает свою карточку к турникету, к валидатору, соответственно, и родители, но и система понимает, что человек пришел в школу. Вот, все. Соответственно, когда он выходит, также прикладывается, человек вышел со школы. Отлично, это информационная система, которая внедрена в Министерство образования. Соответственно, что предложили для Волгограда? К примеру, когда идет некий пик эпидемии, дети болеют, как обычно происходит в регионах, два ребенка заболели, на следующую неделю не приходит уже четверть класса, к примеру, в школу. Почему? Потому что дети самые активные участники и наиболее подвержены болезни. Соответственно, об эпидемии в основном глава региона или города, муниципалитет узнают тогда, когда больнички все переполнены. Прошел месяц, пик эпидемии уже спал, но больницы переполнены, и тогда уже рапортуют, что да, у нас там превышен эпидемический порог. Хотя по-хорошему, в Волгограде что сейчас происходит? К примеру, когда каждое утро должно приходить 100 человек детей, или 100 детей в школу. Соответственно, как только там идет некие... С тем можно делать некие доверительные интервалы, то есть она понимает, что там 2-3 человека или 2-3% небольшое отклонение. Но в случае отклонения любых показателей она может подсвечивать эту информацию уже не только Министерству образования или Министерству здравоохранения, а некому центру, главе региона. Соответственно, о том, что 10-20% от общего школьников не пришло в школу, глава региона знает уже через 10 минут после 8 утра. Можно тут же проследить, позвонить на ближайшую школу, понять, почему это происходит, и опять же дать фидбэк больничкам, поликлиникам и так далее, чтобы на начальном этапе этого эпидемиологического порога уже оповестить всех и принять какие-то превентивные меры, а не делать это через месяц после того, как ситуацию уже решить невозможно. Довольно много интересных решений, было внедрено в регионе, готов поделиться лично. Опять же, с точки зрения экономии ресурсов, затрат на внедрение тех систем информационных, которые уже есть в регионе, и их переиспользованию с точки зрения аналитической платформы и выдачи реальных показателей. Спасибо. Спасибо за интересный подробный рассказ с примерами того, каких других наших субъектах или же муниципалитетах решаются те или иные задачи. Я сейчас слово хочу предоставить Азату Исхакову, представителю компании «Интегра». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Наша компания занимается разработкой программного обеспечения уже более 20 лет для управления развитием городов и субъектов федерации.
Город Якутск работает на нашем программном обеспечении уже с 2010 года. И в своем выступлении хотелось бы рассказать, как мы понимаем акценты умного и безопасного города, как мы их понимали раньше, когда разрабатывали свои программы обеспечения, еще до того момента, когда эти понятия умного города, безопасного города, они появились в современном словаре, в современном обиходе. Сегодня в рамках концепции умного и безопасного города в нашей стране внимание уделяется таким основным компонентам, которые сейчас показаны на слайде. Это все, конечно, все правильно, но на задачу умных городов хотелось бы посмотреть пошире. Думается, что мы должны исходить не то, что умным может считаться город, который обвешан проводами, камерами, но главное, по нашему мнению, который с умом развивается. То, как мы планируем и реализуем развитие своих городов, определяет, будет ли он комфортным для проживания, безопасным, эффективным, доходным и поэтому привлекательным для населения и бизнеса. Заниматься этими процессами долго, трудоемко, затратно, но необходимо. Когда наша компания в начале 90-х годов взялась за информатизацию городского управления в городе Уфе, мы сразу исходили из следующей концептуальной схемы, которая показана на слайде. В верхней части мы видим местный бюджет или государственный, инвестиции в территорию, а в нижней части это территория города. Левая стрелка вниз отражает процессы вложения ресурсов в строительство новых объектов, разработку проектной документации, инженерных сетей, дорог. Эти процессы сейчас автоматизирует информационная система МИС Инмета, которая работает в администрации города Якутска. Этими процессами занимается глав АПУ предприятия. Для вынесения решения о строительстве используется много очень важной информации. Это и геологические, и экологические условия, и транспортные схемы, проекты планировок, и межевания, правила землепользования и застройки, генеральные планы и многое другое. После того, как новые объекты появились на территории, они начинают эксплуатироваться и участвовать в различных сделках. На этой стадии их жизни бюджет города пополняется за счет их использования. На объектах, правая стрелка, на объектах работают люди, и в том числе и они же тоже платят налоги. Процесс поступления от использования объектов, он также важный, и его отслеживает также в системе МИС Инмета города Якутска, такое предприятие, как МКУ АЗО и Департамент имущественно-земельных отношений. Также хочется отметить то, что после того, как объекты начинают эксплуатироваться, бюджет вынужден тратить ресурсы на эксплуатацию этих объектов. Две стрелочка вниз от бюджета на территорию. И очень важно, что также требуется тратить ресурсы, если объекты были построены ошибочно, либо с какими-то огрехами. Но это отдельная тема. Так. Сейчас на слайде указана такая концептуальная схема информационной системы, цифровой платформы, которая сейчас у нас есть. И в Якутске многие вопросы, они уже закрыты. То есть сам внизу находится у нас территория города, цифровые карты, сверху реестровые системы, которые автоматизируют процесс управления городом. И
автоматизирует процессы выдачи всех разрешительных документов. И над ней уже сверху строится аналитическая система, которая через аналитические сервисы отчетную информацию предоставляет в органы власти для принятия решения. Так, вот учетный уровень информационной модели города, то есть карта города с подробными характеристиками каждого объекта. Здесь есть и проектные решения в виде проектов планировок, проектов межевания генерального плана, правил землепользования застройки, и по каждому объекту есть подробные характеристики. Вот цифровой генеральный план города Якутска, он отображен, публикуется на открытом ГИС-портале. Правила землепользования застройки, градостроительный регламент. Это непростая картинка. Все объекты, которые вы видите, цветные площадные объекты, это векторные объекты, и любой гражданин может зайти на этот портал, кликнуть в любую точку карты и может посмотреть, что по градостроительному регламенту разрешено делать на этой территории, а что нет. Зоны особого использования территории города Якутска. Охранные зоны водоемов. Проекты межевания. Таким образом, цифровая модель города в информационной системе, это является основой для построения умного города. И по каждому объекту, который мы видим на улице в информационной системе, есть информация в соответствующих разделах. Когда есть такой базис, такой фундамент, как вот в городе Якутске, и информация накапливается, дежурится и поддерживается в актуальном состоянии, становится возможным проводить аналитику, то есть строить различные тематические карты, видеть аспектные взгляды на территорию и прогнозировать влияние полезное и вредное от тех или иных объектов на территории. Но, как мы видим, внизу у нас то, о чем я рассказал, это базис умного города, цифровой платформы. Далее строится, по нашему представлению, это уровни безопасного города. Все то, о чем рассказали коллеги. И мы добавляем еще понятие моделирования пространственного развития территории города. Как в одной из бесед сказал мэр одного крупного города, мне бы хотелось, это было несколько лет назад, мне бы, говорит, хотелось иметь такую информационную систему, такую программу, которая бы до начала строительства и до того, как я принял решение, могла показать, а что же будет потом, когда это строительство завершится. То есть заглянуть в будущее и проиграть, то есть в компьютере, как в компьютерной игре, и увидеть будущее. Хороший будет результат или какие-то будут негативные последствия. И как раз такая надстройка, как моделирование, позволяет это сделать. Мы в Уфе приступили к решению этих задач. Так, система моделирования, схематично она представлена на схеме. Я вдаваться сейчас в подробности для экономии времени не буду. В целом она выглядит так. То есть внизу вся территория, то, что сейчас уже накапливается, наверху руководство города. И все это в системе проигрывается, и можно посмотреть, как изменится территория в будущем после тех или иных градостроительных решений. При наличии такого инструмента муниципальной информационной системы, при наличии цифрового двойника города становится возможным создавать такие автоматизированные рабочие места. Условно мы называем его арм мэра.
Хотя мы считаем, что такие автоматизированные рабочие места должны быть у руководителей всех уровней власти. И там, в этом автоматизированном рабочем месте, руководители могут видеть отчетные сведения, аналитику, динамику изменения поступления в бюджет и прочие важные аспекты жизни города и субъекта. Этот процесс, он трудоемкий, создание таких систем, длительный, затратный, но этим мы вынуждены заниматься, то есть с коллегами для развития наших городов. Хочется отметить, что понимание того, что время движется и наши города должны быть умными, это понимание до еще появления понятий умных городов и безопасных городов у власти Якутска было уже давно, и к решению подобных задач и построению этого фундамента они приступили еще давно и начали работать на наших продуктах еще в 2010 году. Результаты города Якутска в процессах автоматизации управления городским хозяйством мы, работая по всей стране, ставим в пример. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Азат. Я сейчас слово хочу предоставить Сергею Котельникову, у нас завершающий выступающий, директор компании Digital. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Во-первых, спасибо большое, что пригласили на форум. Очень приятно. Я представляю компанию «Инфосистема JET», одну из сильнейших IT-компаний в России. Почему скажу? Немного компаний осталось в России, которые работают уже порядка 30 лет на IT-рынке. Прежде чем начать свое выступление, хочу сказать, что внимательно слушал приветственное слово министра. И когда он сказал свое мнение по поводу единого ЦОДа, понял, что на моем выступлении поставлена точка. Но так как Павел Николаевич мне предоставил слово, могу предположить, что все-таки, наверное, многоточие. Надеюсь на это. Почему скажу? Потому что тема моего выступления – это модульные ЦОДы. Если есть возможность слайды включить. Так, либо нет возможности, либо действительно точка. Так, коллеги, тогда я начну с листа, как говорится. Все мы прекрасно знаем, что ЦОДы классифицируются каким-то образом. В данном случае по конструктивному исполнению мы их классифицируем: стационарные, контейнерные и модульные. Есть определенные факторы выбора вариантов создания ЦОДов. Это как наличие потенциального здания или помещения в каком-то здании, наличие какой-то огороженной территории, количество стоек и так далее. Исходя из всех этих факторов, мы все-таки считаем, что есть некое преимущество в создании именно модульных ЦОДов. Подчеркну, не контейнерных, а модульных. В чем разница? Контейнерный ЦОД, он в своем, так сказать, исполнении физически конечен и ограничен. Модульный ЦОД имеет возможность своего расширения ровно до тех размеров, которые необходимы и которые востребованы непосредственно заказчиком и пользователем. Преимущество модульных ЦОДов в следующем. Не требуется вообще здание, не требуется какое-то строительство и капитальный ремонт помещений и быстрые сроки внедрения. И дальше, как я уже сказал, это модульная масштабируемая архитектура данных ЦОДов. Мы делаем ЦОДы, которые, если склоняться непосредственно к региону, в котором мы находимся, к Якутии, наши ЦОДы работают в диапазоне от минус 60 до плюс 60 градусов в температурном режиме. Сравнивая ЦОДы, непосредственно мы можем сравнить варианты аренды ЦОДа. В данном случае в Якутске, наверное, с вариантом аренды вопрос отпадает. Будем сравнивать стационарный и модульный ЦОД. И в том, и в другом варианте исполнения очень много похожего, но есть существенные отличия. Во-первых, нам необходимо, чтобы
оборудование данного ЦОДа было размещено в периметре, который контролируется непосредственно заказчиком. Необходимость этого, я думаю, всем понятна, и на этом останавливаться глубоко не буду. Ну и важно, чтобы инфраструктура ЦОДа находилась под постоянным контролем IT-службы заказчика. Так в чем же разница между стационарным и модульным в данном конкретном случае? Модульные ЦОДы возможно своевременно масштабировать в соответствии с развитием и быстро очень по срокам внедрять эти масштабируемые участки. Далее не требуется никаких разрешений на дополнительное строительство и прохождение каких-то госэкспертиз, если мы расширяем модулями этот ЦОД. И, соответственно, не требуется никаких возведений новых зданий. На мой взгляд, в плане финансового какого-то затратного процесса это довольно-таки выгодный вариант. Ну, опять же, если были бы слайды, я бы вам с удовольствием продемонстрировал варианты создания модульных ЦОДов, как для Министерства обороны мы создавали, для Министерства по чрезвычайным ситуациям, ну и для наших коммерческих заказчиков, это для группы компаний Черкизова, для компании «Магнит» мы создавали довольно-таки крупный модульный ЦОД в городе Краснодар. И также хотелось бы отметить, что опыт создания модульных ЦОДов позволяет нам с уверенностью заявлять, что мы делаем это быстро, качественно. Если по срокам вас сориентировать, примерно 2-3 месяца идет набивка ЦОДа в плане инженерных систем непосредственно на нашей площадке, которая находится в городе Санкт-Петербург, сборочная площадка. А при подготовке площадки уже у заказчика, для этого нам нужна только подоснова, как плита, мы привозим ЦОД, разворачиваем, подключаем его в течение одних суток. Ну, исходя из того, что я вам доложил, я все-таки хотел бы попросить рассмотреть возможность создания модульных ЦОДов в Республике Саха-Якутия, потому что масштабируемость данного решения непосредственно по УЛУСам, возможно, могла бы помочь решить многие задачи, которые стоят перед вами, потому что территория огромная, задачи огромные, ну и в связи с тем, что люди здесь действительно хотят добиваться и делать что-то лучше, мне кажется, это решение могло бы вам помочь. Спасибо большое. Большое спасибо, Сергей. Так, мы, в принципе, закончили заслушивание наших запланированных выступающих. Сейчас у нас пойдет по плану подписание соглашений. Я хочу, прежде чем мы приступим к подписанию соглашений, заранее предупредить, да, о том, что эти рамочные эти соглашения чисто рамочные, они никаких конкретных вещей за собой не предполагают. Это одно. Второе, то, что мы подписали с той или иной компанией какие-то рамочные соглашения, это не означает, что мы ограничиваем наши возможные какие-то связи, общение и какие-то решения в дальнейшем, которые будут возникать у нас с вами. Я имею в виду наших потенциальных партнеров. Да? И небольшое объявление хочу сказать. Мы далее пойдем работать по секциям. Прежде чем мы разойдемся, хочу сказать, что у нас в умном городе, как и везде, в любых проектах имеется 4 стороны отношений. Да? Во-первых, это самый орган управления, в данном случае городской округ, город Якутск со своей окружной администрацией и ресурсоснабжающей организацией, учреждения и предприятия города, различные наши разработчики и потенциальные партнеры, которые предлагают те или иные решения и сервисы. И кроме того, незримый участник всех нашего проекта – это наши горожане, наше население. И, кстати говоря, они являются основной нашей стороной. Да? Все, что мы делаем, мы должны делать для улучшения жизни горожан, а не для того, чтобы улучшить
свою работу или управляемость просто теми или иными процессами. Да? То есть управление не должно тут стать самоцелью. Основная цель это у нас должно быть направлено на наших горожан. Это я в большей степени обращаюсь к представителям нашего города, кто будет участвовать на сессии. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, я призываю своих коллег по окружной администрации из наших учреждений, предприятий и организаций к активной работе в рамках сессии, потому что от того, что мы скажем и как мы объясним, будет зависеть то, что нам предложат. Да? Мы должны выступать заказчиками, мы должны выступать теми, кто определяет, что нам нужно для города, а весь разговор уже дальше пойдет о том, как это сделать и каким образом этого достичь. У нас пойдет работа по 5 сессиям. Вы на руках программы имеете, там все расписано. И модераторы, и аудитории, они разные. Если у вас возникать будут какие-то сложности, прошу обратиться к волонтерам, которые у нас тут работают, помогают. Они вас сопроводят в те или иные аудитории. Вы все на руках имеете, вам раздали при регистрации 3 документа. Это проект концепции умного города в городе Якутске, плюс дорожная карта, которая была разработана при подписании того соглашения, про которое мы говорили в апреле месяце, и стандарты умного города, которые утверждены Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации. Нам бы очень хотелось, чтобы в ходе работы по сессиям вы смогли по этим документам, ориентируясь на эти документы, обсуждали, обменивались мнениями, и очень хотелось бы, чтобы вы в конце сегодняшнего дня могли что-то конкретно предложить, возможно, и дополнение изменений в саму концепцию, и самое главное, дорожную карту, которая у нас будет реализовываться, согласно которой будет реализовываться у нас проект «Умный город» в городе Якутске. У нас сегодня завершающая часть будет проходить здесь же, поэтому я прошу участников и гостей сразу не расходиться. На завершающей части мы дадим слово представителю или представителям каждой сессии, которые подытожат работу на сессиях и озвучат те или иные предложения, которые были сформулированы коллективным трудом всех участников сессии. Теперь у нас будет подписание. Прошу, пожалуйста, стол поставить перед сценой. Мы, наверное, сейчас уйдем в зал для того, чтобы тут непонятным фоном не выступать, да, при подписании этих соглашений. И мне бы хотелось попросить ребят также убрать кресла и столы на сцене. Прошу, пожалуйста. Начинаем церемонию подписания соглашений о сотрудничестве в рамках пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Соглашение о сотрудничестве между городским округом город Якутск и Байкальским банком, публичное акционерное общество «Сбербанк» и в целях развития цифровой экономики и инфраструктуры умного города подписывают первый заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, управляющий филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк» якутским отделением за номером 8603 Алексей Васильевич Зизюлин.
Соглашение подписано. Соглашение о взаимном сотрудничестве в области цифровизации деятельности окружной администрации города Якутска с обществом ограниченной ответственностью AT Service подписывают первый заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью AT Service Антон Валерьевич Долгановский. Соглашение подписано. Соглашение о намерениях по созданию пилотной зоны телеучета и цифрового управления ТКО в Якутске между окружной администрацией города Якутска и публичным акционерным обществом «Мобильные телесистемы» подписывают первый заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, директор филиала публичного акционерного общества «Мобильные телесистемы» в Республике Саха-Якутия Роман Юрьевич Филиферов. Соглашение подписано. Соглашение о сотрудничестве между городским округом город Якутск и акционерным обществом «Инфосистемы Джет» в целях развития цифровой экономики и инфраструктуры умного города подписывают первый заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, генеральный директор акционерного общества «Инфосистемы Джет» Олег Эдуардович Молодых. Соглашение подписано. Соглашение о сотрудничестве между городским округом город Якутск и обществом с ограниченной ответственностью «Опора» в целях развития цифровой экономики и инфраструктуры умного города подписывают первый заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, директор общества с ограниченной ответственностью «Опора» Владислав Егорович Петров. Соглашение о сотрудничестве в рамках пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» считать подписанными. Соглашение о взаимодействии между городским округом город Якутск
и обществом с ограниченной ответственностью «Восток Энергосервис» по осуществлению совместных действий для реализации проекта «Умный город» подписывают первый заместитель главы городского округа город Якутск Максим Макарович Трофимов, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Восток Энергосервис» Денис Дмитриевич Преснухин. Соглашение о сотрудничестве в рамках пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» считать подписанными. Уважаемые участники форума, объявляется кофе-брейк, а далее работа по секциям.